Вы голодные? Есть хотите? И тогда мы пошли. Мы начинаем. Площадь перед башней Согласия сегодня не точка объединения, а эпицентр гастрономического противостояния. Северная столица страны против официальной. Два повара Александр Богданов из Санкт-Петербурга и Евгений Цыганов из Москвы выясняют, кто лучше приготовит традиционные ингушские блюда. Выбрать предстояло между несколькими продуктами и блюдами: черемшой, бараниной, сыскалом, национальным соусом берх и форелью. В итоге, смиксовав несколько пунктов, приготовили два блюда. А кто встанет за плиту, решили при помощи жребия. Оттянули стебельки черемши. Сверху карамелизированный лук, бланшированная черемша и маленький секрет, который вы потом узнаете. Приготовили невероятное крутое песто, но кавказское. Ваши травы. Сверху мы добавили в них еще хорошие, качественные ваши оригинальные орехи. И, естественно, это все приправили невероятным растительным маслом. Назвал я его башло. Знающие заметили, что хонг и ахрик пишется и слышится по-другому. Но сегодня мы оцениваем не ингушскую грамматику и произношение наших гостей, а их кулинарные способности. Для этого здесь в качестве дегустаторов спортсмены, работники комитета по туризму и студенты. Более 30 человек отведали каждое блюдо. Для многих знакомые национальные явства сегодня на вкус другие. Очень красивая подача блюд, оформление блюд. И вот какие-то специи добавили. Вот, я все-таки подойду, спрошу у поваров, что они добавили. Очень вкусно. Советую вам тоже попробовать. А вот чувствуется что-то свое или все-таки это другое блюдо уже? Вы знаете, чувствуется. Что-то свое, конечно, чувствуется, но с изюминкой. Так, расскажи, как тебе, что ты поел? Блюдо джигита. Я поел мясо. Мясо очень вкусное. За соседним столом миксы ингушских блюд пробуют студенты. Это наша форель. Это блюдо они поменяли. Это наше национальное блюдо. Квартал квадар сискал, да. Ну, они видимо, по своей интерпретации. Но это, можно сказать, вообще другое блюдо, потому что тут все поменяли, в принципе. И картошку, и творог, и специи добавили, и сама рыба. И как вам? Очень вкусно, интересный такой вкус. Каковы на вкус старые новые блюда, интересовались не только мы, но и те, кто их сделал. Александр Богданов и Евгений Цыганов также пообщались с дегустаторами. Ну рассказывайте, Как что ваши вам? дела? Как вам? Солнце, давайте, честно. Ну, надо сказать, блюдо просто восхищение, это вкусно или изумительно, это как бы ничего не сказать. Мы сразу же начали его пробовать и не могли остановиться, и каждый молча в своей тарелочке друг друга перехватывая, как говорится, кусочек, все практически съели. Очень эстетичная подача, что первого блюда, что второго. Приготовление новых блюд и их дегустация – это заключительная часть программы пребывания в Ингушетии съемочной группы Федерального канала. 3 дня гости колесили по различным уголкам республики. Ведущие повара на колесах посетили горную часть республики, где прогулялись по замковому комплексу Эрзи, осмотрели лечебно-оздоровительный комплекс Арымки. На равнинной части поднялись на башню Согласия, прошлись по Магасу и центральному рынку Назрани, а также поборолись в спортивном комплексе. Одним словом, окунулись в ингушский колорит. Нам хочется, чтобы ребята экспериментировали, шефы. Потому что, да, окей, традиционность сегодня должна быть, но мне кажется, стоит вызывать интерес какими-то изменениями, да, приготовить. Для меня дикое было, правда, для меня дикое удивление, что никто никогда не ел ягненка с черемшой. И вот за такие эксперименты я только вот за то, чтобы мы вместе все это продвигали, делали, потому что как раз мне кажется, что есть традиционная кухня, а есть новая кухня Ингушетии, которая будет очень популярна среди туристов. Если какой-то шеф-повар заинтересуется и моим, и это два наших общих блюда нашими, да, позициями, я буду только рад дать рецепт, показать, научить и, да, как-то работать с шефом, который здесь. Программа «Повара на колесах» снимается 2-й год. В сентябре 22-го на Первом канале прошел премьерный показ нового шоу. Начинали кулинары из городов Центральной России, изучая культуру, историю и, разумеется, кулинарию. Устраивали батлы и мастер-классы. В этом году шоу добралось и до Ингушетии. Мы не берем только какой-то один аспект, не только туризм, не только гастрономия, пытаемся это совместить. Задача нашего проекта показать, что в России полно классных мест, классных продуктов, из которых можно приготовить что угодно. Показать не только кухню регионов, но и рассказать всем жителям нашей страны об исторических, природных и национальных особенностях каждого субъекта. С такой целью авторы программы колесят по России.
Программа для съемок телепередачи была составлена исходя из культурных, гастрономических, наших всех бытовых составляющих. Я думаю, что данные передачи, конечно, служат популяризации нашего региона. И думаю, зрители, сидящие по ту сторону экрана, и которые будут видеть передачу, увидят наши красоты. И ждем после выхода съемок, выхода передачи потенциальных туристов в нашу республику. В финальной части последнего съемочного дня дегустаторы выбрали победителя шоу. А что оказалось лучше, башлам или луамыш хонг эгрик, оставили в тайне, которую раскроют через месяц. Около 50 регионов нашей большой страны посетили повара на колесах. Уже совсем скоро рядом с Архангельском, Калугой и Смоленском будет и наш магаз. Показ планируется днем 17 марта. Ждем, чем запомнилась наша Ингушетия. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Магаз 24.